Почему я решил записать это видео? Потому что мне принесли в ремонт мой же собственный нож. Это одна из первых рукоятей, которые я делал. Почему, спросите вы, я выбрал данную конструкцию? Ответ прост. Все так делают. Посмотрите любые ролики, как сделать рукоять, и вы еще не такое увидите. И заканчивается это одним. Рукоять рано или поздно ломается. В свое оправдание скажу, что таких рукоятей было сделано всего несколько штук, а этот нож продержался много лет. И если бы тут стоял сувель и хвостовик был чуть длиннее, возможно, нож бы работал гораздо дольше. Сегодня рассмотрим вопрос о том, как не нужно делать рукояти для ножей. Хотя это касается любых рукоятей, хоть напильников, хоть стамесок, принцип будет один. Итак, вспоминаем сопромат. Если сильно упростить, то можно рассмотреть нож как шарнирно опертую балку. Формулы переводить не буду, но происходит следующее. При приложении нагрузки сверху, когда мы давим на рукоять, максимальный момент возникает в зоне больстера. Рассмотрим момент на стыке больстера и клинка. Здесь все относительно жестко. Металл плюс металл. И если стык сделан плотно, то проблем обычно не бывает. Второй момент на стыке больстера и рукояти. Здесь нагрузку воспринимает уже древесина. Следовательно, в нижней зоне рукояти происходит растяжение, в верхней – сжатие. А если мы меняем приложение нагрузки, а именно поднимаем рукоять вверх или постучим обухом, то все эти зоны меняются местами. И это происходит постоянно, день за днем, когда вы используете нож. То есть дерево то давит, то отрывается от больстера, то сверху, то снизу. И в этих местах неизбежно появляются трещины. После чего дерево, естественно, лопнет, либо сверху, либо снизу. Что мы, собственно, и видим на этом примере. Образовалась трещина в нижней зоне растяжения. Кроме как дереву, это растяжение тут воспринимать нечему. Древесина вдоль волокон, естественно, такое напряжение в конце концов не выдержала. Характерный излом на лицо. Хвостовик подлиннее продлил бы жизнь этому ножу всего на пару лет. Псевдобольстер в виде пластинки в данной конструкции тут чисто для красоты, так как он не обеспечивает жесткого узла. И на стыке рано или поздно образуется шарнирный узел. Это элементарная физика, надеюсь, тут спорить не о чем. И не важно, насколько толстый у вас больстер, хоть 5 мм, хоть 10. Не спасет также и самый крутой клей. Любой клей между материалами с разным коэффициентом расширения рано или поздно треснет, даже если нож просто лежит на полке. В данном случае лопнуть может еще и проставка в виде фибры, что, собственно говоря, и видно. Плюс к тому, сюда мастера обычно вставляют бивни мамонта и прочие обрезки, которые попадаются в мастерской, для того, чтобы поразить клиента красотой. И чем длиннее будет этот бутерброд из проставок, тем больше точек напряжения будет возникать. Мне как-то приносили кухонную тяпку от известной мастерской с наборной рукоятью, которая после пары месяцев использования извивалась в руках как змея. И что мы поняли из этой теории? Ответ один. Нужно обеспечить жесткий узел стыка больстера и дерева и не делать лишних стыков в виде проставок. Обращаемся к истории, как раньше делали, когда не было хорошего клея. Конечно, использовали стальную обойму, колечко, которое не позволяет древесине расщепиться. Это используется до сих пор, например, в японских ножах. Вот японские ножи, а вот пластиковые обоймы, и нет никакого клея, дерево вообще ничем не пропитано. Работают у меня на кухне уже 25 лет. Или посмотрите напильники, стамески или любой другой инструмент с деревянной рукоятью. Там стоит то же самое колечко или оковка, кто как называет. Больстер – это не красивость и не заплатка, которая закрывает дырку в деревяшке, куда вставляется хвостовик. Это важный конструктивный элемент. Сделать его качественный монтаж сложно, поэтому на крупных производствах не мучаются и делают только фултанги. Но это отдельная тема. Итак, переходим к правильному больстеру на нижнем рисунке. Это конструкция, которая совмещает в себе обойму, в которую входит дерево и которая обеспечивает жесткость стыка с деревом, и пластинку, которая обеспечивает жесткость стыка с клинком. А вот выше мы видим тот самый неправильный вариант, который сделал я и делают все остальные.
Обратите внимание, что площадь контакта дерева и больстера увеличивается как минимум в 2 раза из-за добавления уступов. Данный вариант самый неубиваемый, и при всадном монтаже я делаю только его. Конечно, это более трудоемко, чем лепить пластинку в накладку, но это того стоит. Этот чертеж есть на сайте Виктора Кузнецова. Рекомендую обратить внимание на знания, накопленные веками, и не наступать на собственные грабли, как я. Но тут появляется небольшая проблемка. Красивые прокладки и зубы мамонта тут уже не вставить никак, и покупателя удивить будет нечем. Вот и выбирайте, что лучше, прочность или красота. А покупатель всегда может отличить по проставкам, что за рукоять ему предлагают купить. Далее переходим к процессу изготовления и нюансов. Итак, первое и самое сложное – это изготовление больстера. В нем надо проделать отверстие для клинка. Лучше всего эту операцию выполнять на фрезере, так как напильником вы в любом случае завалите плоскости. Плоскости должны быть четко параллельны клинку и четко перпендикулярны нижней части больстера. Если это будет не так, у вас больстер встанет под углом к клинку, и это будет очень заметно. И во-вторых, у вас не образуется жесткий узел соединения клинка и больстера. Я фрезерую отверстие на несколько соток меньше, чем толщина хвостовика, после чего через накладку набиваю больстер. Это обычный литой больстер из мельхиора, его можно купить в любом магазине для ножеделов. Я, кстати, заметил, что часто эти больстеры ставят на бюджетные клинки, но обычно ставят их в накладку, как обычную пластинку. А внутреннюю часть по возможности заливают клеем, так что будьте осторожны, когда покупаете такие ножи. Итак, делаем чернобовую набивку на клинок, проверяем зазоры. Обычно клинок заходит не полностью, и в зоне пяток на больстере имеются отметины, которые необходимо доработать с помощью надфиля. В данном случае клинок вошел практически идеально. Теперь можно снять больстер с клинка и доработать его лицевую поверхность. На гриндере можно снять задиры от фрезы, а далее по выбору можно либо сделать сатин, либо полировку лицевой поверхности больстера. Желательно также подготовить хвостовик клинка. Для этого можно сделать запилы с помощью точила. Так клей лучше распределится внутри отверстия. Больстер полностью подготовлен, теперь можно провести чистовую проверку точности соединения. Обычно эта операция выполняется 4-5 раз, пока не остается никаких зазоров. Проверяем перпендикулярность больстера относительно клинка. Это очень важно, поскольку в ином случае у вас получится кривой нож. А в моем случае особенно, поскольку у меня рукояти уже практически готовы, я их делаю на ЧПУ станке. Осталось только чуть увеличить отверстие под хвостовик. Проверяю, входит ли хвостовик в отверстие. Далее нужно подготовить внутреннюю часть больстера. Обычно я использую бормашинку с фрезой. Очень не люблю эту операцию. Один раз даже по пальцам получил вот такой фрезой. Но сегодня обошлось. Когда закончатся покупные больстеры, все-таки планирую делать свои собственные с помощью ЧПУ. Далее срезаю излишки дерева от заготовки рукояти и будем примерять больстер. Далее вставляю больстер и по следам определяю, какие части деревянного шипа надо будет спилить. Работа довольно кропотливая, чтобы не удалить ничего лишнего. Больстер должен сидеть плотно и не болтаться. Теперь вставляю клинок. Клинок встает очень плотно. И чтобы вставить его окончательно, больстер в очередной раз придется набить на клинок. Черновая примерка всех элементов в сборе. Обычно садится неплотно и необходимо будет напильником доработать поверхность шипа. Проверяю соосность.
Клинок должен входить без зазоров достаточно плотно и не болтаться. Нож готов, и теперь его можно склеивать. Также заодно я заменю рукоять на сломанном ноже. Чтобы не менять все полностью, я просто заменю деревянную часть. Я немного усилю конструкцию и возьму более свелеватую часть дуба. Хвостовик немножко удлиню с помощью шпильки и сделаю сквозной монтаж. Вообще сквозной монтаж считается более надежным, но это не так. Сквозной монтаж никак не влияет на стык больстера и клинка. Он просто более удобен в монтаже. Получается более плотно прижать древесину к больстеру. Больше никаких эффектов сквозной монтаж не дает. И при правильной конструкции больстера сквозной монтаж не нужен. Делаю паз болгаркой в виде ласточкиного хвоста и вставляю шпильку. После чего это соединение можно будет проварить. Теперь можно срезать плоскости со шпильки, чтобы она пролезала в паз, и перемерить по длине. Размечаю, как пойдет шпилька. Теперь на станке можно просверлить вертикальное отверстие. Желательно сначала это сделать маленьким сверлом. Теперь рассверливаю отверстие сверлом по диаметру шпильки. После чего сверлю отверстие под стяжную гайку. Последняя проверка перед склеиванием. Ставлю больстер, прокладку из фибры, деревянную рукоять и стягиваю стяжку. И если все подходит, можно переходить к склеиванию рукояти. Сразу склеиваю два ножа. Для склейки подойдет любая эпоксидка. Я пробовал разные, но особой разницы не почувствовал. Заполняю отверстие клеем. При сквозном монтаже, чтобы клей не вытекал, лучше заднюю часть заклеить бумажным скотчем. Далее намазываю все поверхности хвостовиков клеем. При сквозном монтаже очень удобно, что не нужно использовать стяжки. Клинок сам отцентруется при затяжке гайки. При всадном монтаже я использую струбцину. Тут надо следить, чтобы не было перекосов. Это не так удобно, как при сквозном монтаже. Итак, на следующий день клей высох, и можно приступать к черновой обработке рукояти. Поскольку покупные больстеры все чуть-чуть разные, приходится делать запас в зоне примыкания больстера. Собственно, это место сейчас я и буду обрабатывать. Просто снимаю лишнюю древесину и подгоняю под размеры больстера. Дальнейшую обработку я уже делаю напильником, потому что на гриндере можно снять лишнее. Работа немножко нудная и требует усидчивости. По времени обычно занимает час-два с полной шлифовкой рукояти. Боковые плоскости обработать довольно просто. А вот с зоной подпальцевой выемки и верхней плоскостью надо быть осторожнее, потому что можно легко набить ямы в деревяшке. Также хочу напомнить изготовителям рукояти о нашем законодательстве. За изготовление холодного оружия можно получить до 2 лет тюрьмы. Поэтому все свои ножи я делаю с подпальцевой выемкой не более 5 мм. Что, собственно, и вам советую. После того, как все поверхности выведены, можно переходить к шкуркам. Я обычно использую шкурки на тканевой основе. Насколько я помню, это белгородская шкурка. Она вполне неплохо работает. На более мелких шкурках 400 и более я использую немецкие шкурки. Опять же, при работе со шкуркой надо особое внимание уделить работе возле больстера. В этих местах очень легко можно набить ямы, поскольку плотность дерева и металла разная. Поэтому в этом месте наибольшие усилия от шкурки я прикладываю именно к больстеру. При обработке боковых поверхностей, чтобы не завалить плоскости, я использую подкладку.
Подпальцевая выемка – самая неудобная часть в обработке. Для этого я использую маленькие тоненькие отрывы шкурки и работаю только по металлу. И только слегка захожу на деревянную часть. Более мелкими шкурками от 400 и выше ямы набить уже не так просто, но тоже возможно. Поэтому тоже надо быть осторожным при работе возле больстера. Я просто снимаю риски от предыдущей шкурки. Далее перехожу на 800-ю шкурку, и мельче, собственно, уже особого смысла использовать нету. Также просто снимаю риски от 400-й шкурки. Ну вот такая куча использованной шкурки у меня получилась. Далее полирую рукоять на волочном круге. Вот такая рукоять у меня получилась. Дальше осталось ее только пропитать. Итак, возвращаемся к ножу со сквозным монтажом. Отличий в обработке рукояти особых нет. Единственное, что приходится размечать плоскости, которые надо будет выводить. Но на грейдере сделать черновую обработку не так сложно. Обычно эта работа занимает минут 15. Больше времени занимает именно полировка и доводка. Ну, собственно, и все. Черновая обработка закончена. Дальше также переходим на напильник и на шкурки. Подробно на этом останавливаться не будем, потому что это абсолютно та же самая работа. Вот такие два ножа у меня получились. Один с правильной рукоятью, а с другой с не совсем правильной рукоятью. Ну, надеюсь, что они оба прослужат достаточное количество времени. Надеюсь, что для новичков, которые планируют изготавливать рукояти, это видео будет полезно. Спасибо.